День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике, конечно, за ее пределами. И сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. До океана за 2 дня запущен новый беспересадочный поезд из Нижнего Бестяха до Владивостока. Я поеду поездом, у меня живет родная сестра во Владивостоке. Думаю, наконец-то никуда пересаживаться не придется. Детство без опасности. Проект для будущих мам стартовал в столице региона. У нас больше направлен проект на новорожденных и непосредственно на их родителей, которые с первых дней выписки перевозят малыша в автомобиле. День медицинского работника отмечается на этой неделе. С каким настроем алданские врачи встречают этот праздник? Кадровый потенциал у нас хороший, прочный. Стараемся привлекать большей частью молодых специалистов, перспективных специалистов, которые смотрят в будущее, готовы работать. В Крыму открыли памятную плиту воинов-якутян в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся за освобождение полуострова. Они все герои, которые погибли при обороне и освобождении Керченского полуострова в годы Великой Отечественной войны. 12 апреля 1944 года знаменательная историческая дата. С этого момента к нам пришел мир. Ну а начнем с ситуации с лесными пожарами. По оперативным данным авиалесоохраны на территории региона действуют 33 природных пожара. За сутки ликвидировано 3. На тушение привлекались 1082 человека и 112 единиц техники. За сутки было задействовано 25 патрульно-контрольных групп. По результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 152 человека. В Верхневилюйском районе на природном пожаре была задействована авиация МЧС России. За сутки произведено 52 сброса и слито 305 тонн воды. Между тем, режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Сунтарского района в связи с действующими лесными пожарами. Распоряжение об этом подписал глава региона Анатолий Григорьев. В населенных пунктах ведется круглосуточное дежурство и организованы добровольные команды. По лесному пожару номер 7. После локализации организовано дотушивание и окарауливание. В ближайшее время лесной пожар будет ликвидирован. По лесному пожару номер 10 действует в 40 километрах от села Хоро. В настоящее время лесной пожар разработан вокруг всех кромок, планируется локализация. По лесному пожару номер 11 действует в 5 километрах от населенного пункта Хоро, работает 136 человек, в том числе бойцы из Федерального резерва авиалесохраны. Южные и юго-восточные кромки лесного пожара контролируются. Угрозы населенному пункту нет. Ну а что касается эпидобстановки, то 96 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. В Якутске 56 случаев, в Амгинском, Нерингринском и Мегино-Кангаласском районах по 5 заболевших, в Алданском, Вилюйском и Мирнинском по 4, а в Верхоянском, Намском и Сунтарском районах по 3 инфицированных, в Аймиконском и Чурапчинском по 2. За сутки лабораториями республики проведено 2596 исследований на коронавирусную инфекцию. Если говорить о ситуации с COVID-19 в целом по стране, то всего в России зарегистрировано 5 миллионов 281 тысяча 309 случаев заражения. Выздоровели 4 миллиона 850 тысяч 659 человек. Умерло от инфекции 128 тысяч 445. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в последнее время показатель смертности, к сожалению, неуклонно растет. В последние 2 суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого весь период, начиная с декабря прошлого года, мы фиксировали снижение показателей смертности вплоть до последних дней. Последние 2 дня, к сожалению, я еще раз хочу это повторить, это рост фатальных исходов. И чтобы их избежать, нужно защитить себя и своих близких и соблюдать весь тот набор ограничительных мероприятий, которые сегодня рекомендуют и главные санитарные врачи, и наши медицинские работники, которые находятся на передовой
борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В третье воскресенье июня профессиональный праздник, отмечают медработники. В Алданском районе здравоохранение начало становление без малого 100 лет назад. Коллектив больницы отличается стабильностью. Планами на будущее медики поделились с нашими корреспондентами. Почти 100 лет алданские медработники стоят на страже здоровья и благополучия населения. В 20-х годах прошлого века на маленьком золотоносном прииске образовался здравпункт. Сегодня алданская ЦРБ является больницей второго уровня, в которой проводятся все виды диагностики и лечения. На пороге векового юбилея коллектив ставит перед собой новые цели и задачи. Прежде всего, это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями. Как известно, Алданский район имеет одни из высоких показателей по смертности среди сердечно-сосудистой патологии и онкологических заболеваний. В связи с этим мы будем развивать в этом плане здравоохранение, то есть это оказание онкологической помощи населению, это развитие ЦОАПа дальнейшее, онкоскрининга. С 2019 года активно работает межведомственная мобильная бригада, оказывающая гражданам медико-социальную помощь. Акцент делается на одиноких пожилых людей, проживающих в сельской местности. Мы хотим развивать это реабилитационно-восстановительную медицинскую помощь, это оказание гериатрической помощи, то есть населению старше 60 лет, так как наш район является одним из особенных именно в отношении пожилых лиц, и паллиативную медицинскую помощь будем развивать. Медицина идет вперед, совершенствуется лечебно-профилактический процесс, внедряются в практику новые виды высокотехнологичной помощи, однако движущей силой остаются люди. В стационарах, поликлиниках, врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах района работают более 1100 врачей, фельдшеров и медсестер. Кадровый потенциал у нас хороший, прочный. Стараемся привлекать большей частью молодых специалистов, перспективных специалистов, которые смотрят в будущее, готовы работать, работать и работать. Травматолог Иван Воеводин пришел в больницу без малого 20 лет назад. Прием в поликлинике совмещает с экстренными дежурствами и работой в стационаре. Ушибы и переломы, застарелые травмы, ожоги, укусы. Ежедневно к Ивану Викторовичу обращаются десятки пациентов. Работы хватает в любой период. Профиль травматизма меняется. Летний период склонен к тому, что долгожданная, так скажем, теплая погода сказывается активностью населения во всех сферах деятельности. Ветераны делятся опытом с молодыми сотрудниками. Ольга Цыганкова отдала медицине 47 лет. С 1985 года является бессменной медсестрой травматологического кабинета. С увеличением опыта и знаний, говорит Ольга Николаевна, работа легче и проще не становится. Нет, работа не стала легче. Еще труднее. Народу очень много. Калькулезные холециститы, гастриты, язвы желудка, костные и сосудистые болезни, тромбозы вен. У хирурга, как и у травматолога, тоже много пациентов каждый день. Нина Вурсина 40 лет являлась оперирующим хирургом. 8 лет назад перевелась на амбулаторный участок. Из стационара в поликлинику перешла и медсестра Ирина Чайченко. Она отработала в травматологии 35 лет. Порой проблемы пациента, связанные не только со здоровьем, но и с жизненной ситуацией в целом, требуют комплексного подхода. Алданские медики тесно сотрудничают с социальными работниками. Это взаимодействие стало особенно актуальным в период пандемии. У нас была сложность по определению в интернаты, так как интернаты были закрыты в связи с пандемией, и у нас образовалась небольшая очередность по определению граждан. Хочется поблагодарить медицинских работников поликлиники, Алданской районной больницы, Томодской больницы, что они входили в наше положение, были очень отзывчивы, и люди, которые нуждаются в определении в интернаты, находились по году практически, даже некоторые еще находятся в отделениях. Милосердие и самоотверженность – таковы главные профессиональные черты людей, выбравших делом жизни служение медицине. Главными их союзниками в борьбе с любым недугом становятся, конечно же, пациенты. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан.
Еще одна отличная новость ко Дню медицинского работника. Якутия вошла в число 7 регионов России, где с 1 ноября запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Соответствующее распоряжение подписал глава российского Кабмина Михаил Мишустин. Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров. Врачи нашей республики с воодушевлением восприняли данную инициативу. Постановление 847 председателя правительства Российской Федерации, несомненно, даст нам большой плюс к нашей работе, к нашим заработным планам наших работников. Потому что будут учитываться коэффициенты сложности работы и коэффициенты региона. И как отметила глава регионального Минздрава Елена Борисова, данная инициатива обсуждалась на протяжении долгого времени. Теперь распоряжение Кабмина России станет отличным подспорьем для врачей. Сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством труда Российской Федерации разрабатывает новую систему оплаты труда. Это будет такой, на мой взгляд, хороший бонус, хорошее такое начало для медицинского сообщества, для медицинских работников всех, потому что мы сегодня видим такой некий дисбаланс в части заработной платы среди сообщества, в том числе не только в регионах разница большая, но даже среди медицинских организаций, допустим, нашей республики. Ну а большое интервью Елены Борисовой, приуроченное к Международному дню медицинского работника, смотрите в 21 час 30 минут на канале Якутия-24. Ну и к другим темам. Как правильно перевозить ребенка в автомобиле, каким образом снизить детский дорожно-транспортный травматизм? На эти вопросы готовы ответить эксперты проекта «Детство безопасности», который стартовал в Якутске на этой неделе. В рамках проекта планируется задействовать все регионы России до конца 2021 года. Все подробности у Надежды Саханской. Девушки, скажите, пожалуйста, вы уже решили, как вы будете вести ребенка из перинатального центра? В руках. На руках. А безопасно ли это? Согласно статистике, еще 10 лет назад в дорожно-транспортных происшествиях погибало более 900 детей. Снижение общей детской смертности – позитивная тенденция по дорожно-транспортному травматизму. И если самих детей удается обучить правилам безопасного поведения в транспортной среде, то дети-пассажиры до сих пор остаются незащищенными, так как при перевозке вся ответственность лежит на родителях, которые не всегда осознают, как важно использовать специальное автокресло, тем более для новорожденных. Два способа крепления. При помощи изофикса, это такое специальное крепление, которое нам облегчает жизнь установки кресла. Один раз оно ставится в автомобиль, и кресло на него снимается сверху путем защелкивания. Ну и второй способ, это стандартный способ при помощи ремня. Какой из них эффективный? Отвечу так, что одинаково эффективны оба способа. Проект «Детство безопасности» реализуется на базе перинатальных центров. Площадка нашего региона – Якутская республиканская клиническая больница номер 2. Здесь несколько раз в неделю отныне будут проводить тренинги по теме установки и использования специальных детских удерживающих устройств, соблюдения детского режима на дороге, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Этот проект не касается детей. Есть ряд других проектов, такие как юные инспекторы дорожного движения, лаборатория безопасности, которая охватывает непосредственно эту целевую аудиторию. У нас больше направлен проект на новорожденных и непосредственно на их родителей, которые с первых дней выписки перевозят малыша в автомобиле. По данным госавтоинспекции, в период с января по май 2021 года зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Пострадало 43 ребенка, в числе которых дети-пассажиры. По словам сотрудников ГИБДД, такие ситуации происходят из-за многочисленных нарушений и легкомысленного отношения к правилам дорожного движения. Мы хотели бы попросить родителей, всех участников дорожного движения быть более, скажем, осознанно себя вести, что все-таки ответственность за перевозку детей возложена на самих родителей, и водителей. Бесценный опыт, правила поведения в дорожных ситуациях, умение сохранять концентрацию внимания за рулем и еще много чего полезного могут почерпнуть для себя участницы тренинга «Детство без опасности». Все родители на сегодняшний день знают, что нужно использовать детское удерживающее устройство к перевозке. Представим, что вам нужно сейчас будет его закрепить в автомобиль правильно. Оно у вас находится новое в коробке в салоне машины.
Пожалуйста, нужно его закрепить к креслу. Как это нужно сделать правильно? Я ни разу, конечно, это не делал. Вот такой светоотражающий элемент получают на память участники тренинга «Детство безопасности». Его можно прикрепить на одежду, коляску или другие аксессуары. Его стоимость относительно небольшая, а ценность спасенной жизни за счет него очень высока. Девиз проекта «Мы можем и должны спасти детские жизни», потому что дети – самые беззащитные участники дорожного движения. В конце года эксперты проведут подсчет и составят новую статистику дорожно-транспортных происшествий. И там будут уже совершенно другие цифры. Остается верить, что в хорошем смысле. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Ну а сейчас небольшая пауза. В продолжении программы расскажем о путешествии к океану, а также как открывали памятник воинам-якутянам в Крыму. Продолжаем программу. Реализацию национальных проектов образования, демография и безопасные и качественные автомобильные дороги на территории столицы на этой неделе проинспектировало руководство регионального Минстроя, которое курирует строительство социальных объектов. Более подробно о выездном мероприятии расскажет Дмитрий Тымыров. В столице региона возводится самый крупный объект образования за всю историю строительства образовательных объектов на территории Якутии. Это школа на 990 мест в районе современного микрорайона Прометей по улице Уткина. Строительство ведет у нас как бы большими темпами. Количество людей у нас здесь более 60 человек. Заканчиваем и отделку, и строительные работы по котельной, которая является у нас как бы жизненным органом для питания школы. Объект начали возводить в 2020 году по национальной программе образования. В сентябре этого года здесь планируют полностью возвести коробку, далее уже и запустить тепло. Трехэтажное здание будет. Получается, у нас 3 секции. Первая, вторая и переходная. Есть интересно по витражу будет. Остекление, лестницы, внутри холлы, детские залы. Строительство новой школы должны завершить в декабре 2022 года. Что касаемо вопроса обеспечения детей местами в детских садах в Якутске, то по этому направлению в регионе реализуется федеральная программа «Демография», которая должна помочь решить данный вопрос. В рамках этой программы в столице региона возводится ряд детских садов. Все идет в плановом режиме, и объект будет введен в те сроки, которые запланированы по контракту. Это будущий детский сад на 240 мест в Новопортовском квартале. Его начали строить здесь в прошлом году. Сегодня готовность объекта составляет 50%. Сейчас начали с 3 этажа отделочные работы, уже шпаклюем, готовим покраски. Ну, со следующей недели начнем установку дверей. Ну и фасад, я думаю, что недели через 2-3 мы должны закончить. И приступаем на этой неделе к благоустройству. Новый детский сад планируют сдать уже в ноябре этого года. Он будет оснащен всем необходимым и будет соответствовать госстандартам. У нас будут оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. Будут кабинеты для дополнительного образования. Это кабинет по робототехнике, по изобразительной деятельности, по обучению английскому языку. И еще дети будут изучать якутский язык. Помимо этого здесь будет спортивный зал и большая прогулочная веранда. Следующим объектом в рамках объезда руководства Минстроя стал уже готовые объекты. Это здание дополнительной группы детского сада «Цветик-семицветик» на территории 203-го микрорайона. Объект готов, осталось получить лицензию на право ведения образовательной деятельности. Дополнительные группы рассчитаны на 85 детей. Как и сказали, одна группа будет с 0 до года и 2 группы с 2 до 3. Ну, мы планируем открыться с 1 сентября. Программа у нас будет вестись по вдохновению и по программе «Первые шаги». Педагоги набраны, мы уже готовы. Как получим образовательную лицензию, мы рады встретить наших детей 1 сентября. Далее руководство Минстроя ознакомилось со строительством дорог в селе Хатасы, где сегодня работы подошли к финишной прямой. Напомним, здесь работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где ремонтируется 4 километра 868 метров автомобильных дорог. По календарному графику мы должны сдать объект в октябре месяце.
Да. Ну, и как все остальные объекты, все в основном в октябре месяце стоят. Ну, это учитывая все благоустройства, работы по благоустройству. На данном участке практически 90% асфальтировали. Как сообщили подрядчики, второй слой асфальта здесь будут укладывать в августе, а окончательный объект будет сдан уже осенью. В целом, по итогам сегодняшнего объезда руководство Минстроя заострило свое внимание на реализацию нацпроекта образования, в рамках которого до конца этого года будут сданы 15 объектов. Сейчас на территории республики строится всего 22 объекта в рамках национальных проектов. Это национальные проекты образования, демография, культура, экология. И в этом году будут введены 15, из них это 4 школы. Эти школы, они расположены на территории разных районов, это Хангаласский, Устьялданский, Намский районы, и 2 школы, которые будут вводиться на следующий год, в том числе это школы, на которой мы сейчас расположены. В целом, реализация национальных проектов на территории региона и города Якутска находится на контроле у региональных властей. Серьезных отставаний от графиков не наблюдается. Некоторые даже идут с опережением. Дмитрий Тымыров, Джиластан Иннокентьев, Якутск. Ну, а что касается планов на летний отдых, Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы, которая прибыла в Турцию для оценки безопасности туристических объектов. В результате эксперты отметили контроль над соблюдением масочного режима и доступности средств защиты. Голикова добавила, что сейчас в Турции организована масштабная вакцинация в туристическом секторе. Доля привитых сотрудников отелей составляет от 60 до 90%. Между тем, Владивосток стал еще доступнее для якутян. В столицу Приморья из Якутска с этой недели курсирует беспересадочный железнодорожный маршрут. Подробнее о том, как запускали исторически для нашего региона маршруты, сколько стоит добраться до Тихоокеанских ворот России, в материале моих коллег. Летом 2019 года на станцию в Нижнем Бестяхе пришел первый пассажирский поезд. А ровно через 3 года здесь же случилось еще одно историческое для региона событие. Якутию и Приморье связал первый беспересадочный скорый поезд. Перед нами, правительством, перед железнодорожниками поставил задачу сегодня запустить короткое такое сообщение до Владивостока. Как можно, чтобы быстрее поезд пришел к морю. С комфортом добраться до берегов Японского моря теперь можно за 2 суток. Для нового маршрута РЖД направила в республику порядка 10 абсолютно новых вагонов, окрашенных в цвета якутского флага. В ближайшее время в связи с ростом спроса на данное направление их количество планируют увеличить. Пассажирские вагоны в поезде оснащены по всем необходимым требованиям. Кроме того, они полностью адаптированы к работе в условиях нашего северного холодного климата. Таким образом, путешествие до столицы Приморского края будет комфортным не только летом, но и в наши холодные зимние дни. Для якутян это событие стало настоящим подарком. Спрос на летний отдых внутри страны только растет ввиду закрытых из-за пандемии границ. А в связи с реконструкцией в крупнейших аэровокзалах региона железнодорожное сообщение становится самым подходящим способом для путешествий. Я поеду поездом, у меня живет родная сестра во Владивостоке. Думаю, наконец-то никуда пересаживаться не придется. Как отмечают сами пассажиры, еще одним плюсом для путешествия внутри страны является количество ЖД-направлений. В этом году сразу несколько новых маршрутов связали Якутию и регионы Сибири и Дальнего Востока. Беспересадочные прицепные вагоны следуют из Якутска, станция Нижний Бестях, до Владивостока, Иркутска, Благовещенска, Хабаровска и Тынды. Стоимость билета в плацкартном вагоне от Нижнего Бестяха до Владивостока – 5333 рубля, до Иркутска – 5615 рублей, до Благовещенска – 3657 рублей, до Хабаровска – 4251 рубль, до Тынды – 2099 рублей. Время в пути из Нижнего Бестяха до Владивостока займет 2 суток 13 часов. До Иркутска 2 суток 23 часа, до Благовещенска 1 сутки и 16,5 часов. До Хабаровска можно доехать за 2 суток, до Тынды за 19 часов. Ну а первый поезд из Якутска во Владивосток прибыл в столицу Приморья в минувшую пятницу. Пассажиров на перроне встретили оладьями и кумысом. По их словам, это путешествие им запомнится комфортом и приятным обслуживанием в пути. Петр Васильев, Екатерина Малиновская, Джиластан Иннокентьев, Якутия. День за днем.
22 июня, в День памяти и скорби, жители Якутии станут участниками Всероссийской минуты молчания, которая единовременно объединит всех россиян в 12 часов 15 минут по московскому времени. В минуту молчания россияне вспоминают родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну, героев, павших в боях за Родину, всех, кто не дожил до победы. Тем временем в Крыму состоялось открытие памятной плиты воинов-якутян в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся за освобождение Крымского полуострова. Мемориал установили наши земляки. Он располагается в братском захоронении Ленинского района в селе Заветное. Кстати, памятник воздвигнут на средства благотворителей. Все подробности у моей коллеги Айсены Бурнашовой. Первый памятник на территории Крыма, посвященный воинам из Якутии, открыт. Место выбрано не случайно. Воинское захоронение в селе Заветное считается одним из самых крупных, расположенных близ города-героя Керчь. Инициатива установить мемориал у якутских общественников Крыма зародилась еще в 2020-м. В прошлом году начались организационные работы и сбор благотворительных средств. Всего за 5 дней необходимая сумма была собрана. И уже сегодня гранитный памятник весом в 600 килограммов встал на свой постамент. Это все результат большой активной общественной работы наших земляков. Здесь, на Крымском полуострове, работает филиал Общественного совета нашего постпредства. Вообще речь идет о сумме 127 500 рублей. Это то, что у нас по счету. Откликнулось 43 человека. Все деньги были собраны исключительно только за счет пожертвований. Крымские города крупные, конечно, были все, где живут наши земляки, все поучаствовали. И из Якутии, да, школа номер 15 и работники предприятия «Горсвет». Установка мемориала – это прежде всего дань памяти. В апреле 44-го на полуострове началась Крымская наступательная операция. Сухопутная группировка включала 30 стрелковых дивизий и 2 бригады морской пехоты, 6 тысяч орудий и минометов, более 500 танков и свыше 1000 самолетов. Войска 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии вместе с Черноморским флотом и Азовской флотилией по всем направлениям сметали врага. Советским солдатам удалось отбить немецкие контратаки. Операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта. Но победа досталась ценой больших потерь. Целью наступательной операции стало освобождение Крымского полуострова. Якутяне сражались в составе 242-й горно-стрелковой дивизии и форсировали Керченский пролив. Также якутские бойцы воевали в составе 383-й и 318-й стрелковых дивизий. По неполным данным, свои головы здесь сложили более 100 якутян. Они все герои, которые погибли при обороне и освобождение Керченского полуострова в годы Великой Отечественной войны. 12 апреля 1944 года знаменательная историческая дата. С этого момента к нам пришел мир. Сооружений, хранящих память о подвиге якутских солдат и победе советской армии над фашизмом, должно становиться все больше, уверены крымчане. Нести в сердцах подвиги красноармейцев мы должны сквозь столетия. Память всегда нужно чтить, независимо от того, где погибли наши воины. И самое главное, прививать нашей молодежи это, нашему подрастающему поколению. Я очень рада, что поставили памятник якутянам в Крыму. Воины-якутяне сражались за наше мирное небо. Спасибо им большое. Якутия – первый регион, который установил памятник на территории воинского захоронения в Заветном. В планах у землячества Крыма и поисковая деятельность. В архивах и книгах памяти они уже нашли имена 10 якутских солдат с их личными документами и установили точные места их захоронений. Пофамильно я могу назвать Адарыков, Алексеев, Амуков, Андреев, Атласов, Воловский, Васильев, Иванов, Исаков. Это люди, которые документы мы могли поднять в архиве в Керчи, в Совете ветеранов. Больше нет сведений таких. Желательно найти нам родственников, чтобы они отозвались. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Крым. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.